наконец-таки ансамбль Дрозды доехал до вас, до Гомеля. Глянь, Костя, полный зал. Сфотографируй зал, пошлем Саше Солодухи. Хай-ведает преобразоваться. Да. Ну что ж, дорожитки, дочекались, наконец-таки мы приехали до вас, сюда, в концертный зал, как поговорить, как поспевать, как что-то рассказать, как погутарить, поделиться чимся, как поусмехаться, может и поплакать. Ведаете, вы чули, ведаете, что ансамбль Дрозды, гастролируя уже больше за 3 года, по вёсочках, по городках, по районных центрах. И так сталося, что вот, наконец-таки мы доехали до вас. И сегодня в Гомеле у нас юбилейный, 924 концерт. Дякую за аплодисменты. Будем лечить, что это еще авансом, мы повинны их заробить. Итак, под ваши аплодисменты мы начинаем наше шоу! Распускается заря, тишине, как водится, и ничего не говоря. Две судьбы расходятся, и полный бриз. Прошу тебя показать всем, где встало солнце, и ты поймешь, все было не зря. И все вернется, еще вернется, но мой бриз. Прошу тебя показать всем, где встало солнце, и ты поймешь, все было не зря. И все вернется, еще вернется. Над рекой пустой туман, что все закончилось у нас. В этом все не верится. Дайте шум! Прошу тебя показать всем, где встало солнце, и ты поймешь, все было не зря. И все вернется, еще вернется, но мой вниз. Прошу тебя показать всем, где встало солнце, и ты поймешь, все было не зря. И все вернется, еще вернется. Ваши аплодисменты соло в саксофоне, лепший саксофонист в Беларуси Константин Тибризов. Распускается заря, в тишине, как водится, и ничего не говоря. Две судьбы расходятся. Давайте все вместе. Полный вниз. Прошу тебя показать всем, где встало солнце, и ты поймешь, все было не зря. И все вернется, еще вернется. Прошу тебя показать всем, где встало солнце, и ты
аплодисменты соло-саксофоне, золотой саксофон Республики Беларусь, Константин Темризов. Дякую, сябры. Дякую щиро за ваши аплодисменты. Нам вельмі приємно сьогодні грати черговий раз у Гомелі. Ми давно не були, конечно. Я кажу давно не були, это 3 годы, и может 4. Лишь у этом году мы на день на свято города приезжали, конечно, мы порадовали вас, это вельмі приємно. Еще не концерт, и завтра концерт. И так, видите, каждый день ансамбль «Разы 10» выступает. Выступаем мы и в вёсочках, и мы радуем наших людей, и мы бачим, які щасливі люди, які приходять на годинку, 1,5-2, оторватися від этого життя шального, посміятися. І ми вдячні кожному, хто приходить на наші концерти, вдячні кожному, хто працює во всій країні і тримається усіми руками за наш родний край, де так пригожа квітніє Сланечник. Солнце небо согревая теплынёй, и Сланечник расцветая над землей, пробнет солнце на пелюстках желтицу. Мне так вольно и счастливо только тут земле спевая, дождь не день, что не снежка воровая, то я день. До московского порога докрыть, до святых и стародавних камней. Готовы? А для счастья мне потребно родный край и родный дом. Богу в сердце, солнце в небе и Сланечник под окном. Край смывает пыл дорожный теплый дождь, а ведь дальше нас чужая. Ты все же я отрываюсь за белый год. Я так больно и счастливо только тут. Поехали, хлопцы! Золотистый мой Сланечник над землей, дарит сердцу, дарит небу глубоко. А пусть с раницы до ночи ее цвете. Ветер веет, солнце греет, шумит гуде. Давайте все! А для счастья мне потребны родный край и родный дом. Богу в сердце, солнце в небе и Сланечник под окном. Край смывая пыл дорожный теплый дождь, ловит дальше нас чужая. Ты все, я отрываюсь за закрытый белый год. Я так больно и счастливо только тут. Ваши аплодисменты! Снова на баяне! Лепший баянист в Беларуси и во всем свете. Илья Немыцко, батька-компайнер, мать Доярка, дед председатель колхоза. Итак, за родный край ручки подняли, 2 руки. А для счастья мне потребны родный край и родный дом. Богу в сердце, солнце в небе и Сланечник под окном. Край взмывает пыл дорожный теплый дождь, а ведь дальше нас чужая. Ты все же я отрываюсь за белый год. Мне так больно и счастливо, те только Дякую, сябры. Ось гэта атмосфера. Ось гэта па-сапраўднаму, па-нашаму, па-беларуску. Поглядел в зал, быццам 100 год с вами з усімі знаёмы, як і развітвались. Хочу спытацца, а ёсць у зале хто-нибудь з простых людей, з вясковых, з вёскі ёсць хто? 6 чалавек.
Не, гэта нормально, мы вясковыя людзі крышку сцеплаватыя, сарамлівыя. Во, дзе бывае, як сёння вы спытаюся, іграем у вёсцы, спытаюся, ці вёска з вёскі? І як вы, усе, Валера, падымайце ж з вёскі. Каб вы ведалі, у нас у ансамблі з вёскі я і Сережа, электросоло, бас-гітарыст, акустический вокал, аранжировка, барыста, фотографія. Спасибо. Цветная фотография. Хлопцу 36 годов разобрался, с цветными фотографиями начал делать. А вот, очень хорошо двигается. Молодец, Сережа наш, вот единственный в группе, который разобрался и с интернетом, и это, знаешь, вот этот искусственный интеллект, GPT-чат. Очень хорошо. Я кажу ИИ. Раньше, знаешь, все знаете, да? Раньше як было? Раньше было АА. Вот зараз зробили ИИ. Я кажу хлопцам, калі гэта будзе далей интернет развиваться, мы все вернемся опять у АА. И я вот кажу, вот мы с Сергеем, покуль не стали мега популярными артистами во всей Беларуси, конечно, и во всем свете, мы же были простыми хлопцами. Мы с Сергеем доили корову. Ну не одну на двоих, конечно, у каждого своя была. Мы давали свиньям. Мы навод, знаете, трогали теплые яйца руками. Девочки, я не прошел бизнес зараз. Мало кто с городских ведает, что с-под курицы, с гнезда яйца теплые. А остальные удельники наших ансамбля, увага! Хлопцы Зорши! Почекайте аплодировать. Тут жарт. Жарт в том, что хлопцы думают, что я из города. Поняли, да? Але не глядячи на то, что хтось у нас з города, хтось у нас з вёскі. На сённяшні дзень ансамбль Дразды, ну, адзіны ансамбль у краіне, які робіць велізарнейшы унёсак у культуру нашай Беларусі. Конечно, вялікую працу мы с хлопцами робим, потому что ездим по вёскам, я об этом уже кажу. Я не так давно убачив сюжет по телебаченню, где наш президент Александр Иванович Лукашенко, як умеє, собрав своїх керівників усіх, і вот так, як умеє батько, по столу, каже, мужики, едьте до людей, хватит сидеть по кабинетах, едьте, размовляйте, говорите, пытайтесь. И кто поехал? Ну, сьогодні можна упевнено сказати, що ансамбль Дразды виконує доручення керівника держави. Да, ми льотаємо, ми говоримо, ми зустрічаємося, ми бачимо ваші очі. І це по всій країні, від вёсочки до городка, до районного центру. Ми кажемо нашим людям, що ми білоруси, працовита нація, ми багата нація, ми маємо аж 2 державні мови. І ні в одній з них ми не повинні соромитися. Тому зараз під ваші аплодисменти слово Леоніда Пранчака «Білоруська мова». У ранішній тиші звініть удак пливе, як пошум з белої ніби, як зорний перезвон, мелодія в уші, моє яйчиний спів, високий і правдивий. Ти бабуліна казка, ти матуліна ласка, ти гаючая краска, ти обою замова. Як на чистым вопросе, грам где Богу молюся, ты душа Беларуси, белорусская мова. Вспомним, кто мы есть, что мы господари у єдності людської, а діл затягать в мові. Давайте говорить народной на своей, на белорусской мове. Ты бабулина краска, ты матулина ласка, ты горючая краска, ты от болю самого. Где на чистым обрусе, храм, где Богу молюся, ты душа Беларуси, белорусская мова.
любовью Беларусь мы здолеем сокрыть. Родимая земля моего життя знову, не дай померти нам, не дай нам онеміть. Мы будем жить дотуль, покуль живая мова. Ты бабулина казка, ты матулина ласка, ты даючая краска, ты от болю забула. Хлеб на чистым опросе, правде Богу молюся. Ты душа Беларуси, белорусская мова. Ты бабулина казка, ты матулина ласка, ты даючая краска, ты от болю забула. Хлеб на чистым опросе, правде Богу молюся. Ты душа Беларуси, белорусская и... Дякую, Віка. Сябры, я повинен признаться, что мы с пацанами на сцене уже 20 год, але кветками, конечно, не балованы. И вот так, когда пригожие жанчины несут кветки, вот это сирода, ощущение закрадывается, что ты, быцем, як Миколай Басков. Ага. Дякую. Я, знаете, что скажу? Я ж со своими поговорю сегодня с вами, со своими всеми як вязковыми людьми. Ведаете, конечно, мы все попадаем у такое осиротье, нам, здаецца, хочется быть лепшими. И ведаете, что мне не подобалось, когда мои старейшие сябры ехали з вёскі ў Мінск и вертались уже быццам як іншымі людьми. Что там людей меняло, я не ведаю, але першае, что кидалось ў вочы и на слых, мягкое Ч и Г. И ведаете, я думаю, что с тобой сталося, хлопец? Токи-токи, мы с тобой развятались, и ты уже як быццам этих городских батонов наелся, да? Конечно, и нам усім, вязковым, альбо хто з мястэчка, альбо, конечно, нам усім приходилось однойчы выбирать, як мы будем говорить. Вось цікавая рэч у Беларусі, мы хаваем свое, и мне не падабалася, конечно, вось на нас на ўсіх уплывае асяроддзе. І ехаўшы паступаць у музычнае маладзечынскае вучылішча, я прыняў рашэнне, што я буду гаварыць па-беларуску, таму што у мяне настаўніца па беларускай літаратуры выкладчыка была, першы святар у нас па-беларускай, першая споведь, ведаеце, конечно. І паехаўшы у маладзечна, я казаў: прывітанне, сябры, дзяўчатам гэта падабалася, хтосьці усміхаўся, а хтосьці, конечно, не быў незадаволены, камусьці, які зараз гэта можа не падабаецца. Але тады я вырашыў, што я буду гаварыць па-беларуску. І ведаеце, у нас былі такие старейшие студенты, и они такие духовики, могли и выпить, и поддыхать его, и со мной однажды такое и приключилось. Один таки бугай затиснул меня в кут, я дал поддых, кажу, что ты выпендриваешься, разговаривай как все. И ведаете, что я тогда, конечно, змолчал, а сам себе подумал: слухай, хлопец, я тебе знайду. Я ему что-то сказал, так уже, кажу, я же говорю, як усе у нас у вёсцы. И сам себе подумал, что я тебя знайду, и, ведаете, прошло 15 год. Мы начали збирать залы, начали спевать песни, во всей Беларуси ведают наши песни. Конечно, это все, все зажило. Ансамбль зажил. И я знайшов того хлопца, я узгадал. И я знайшов его и запросил до нас в ансамбль грать на бас-гитаре. Сергей Шанцов. Вот такие пацаны. Конечно, я одразу скажу, что Сергей так само ніякага не з гораду, такі ж вязковы хлапец. Я ще раз повторю, что на нас уплывае асяроддзе. Доброе, но дрэннае, гэта ўжо іншы вопрос. Але мы все податливые. Мы хутчэй затискаем свое, каб ніхто не убачыў, не ведаў. Мы хочам падавацца лепшымі. Я яшчэ тады ў Серогі пытаўся: Сережа, а як ты вот, ты ж вязковы хлапец, як ты вот атлетического телосложения достиг? Спортом занимался? Кажу, да, спортом. Я кажу, яким? Бассейн. Я кажу, які бассейн у вёсцы?
А он каже, у меня бабка працавала дояркой на ферме, а дед был сторожем. Ну вот пошли дойки молоко сливают, вот. Меня дед кидал, я плюх и плаваю. Поплаваю, отхлебну. И, конечно, я эту историю рассказываю не здарма, по всей нашей краине. Я это рассказываю эту историю як приклад, тому що, як би там ні було, може, нам усім однойче посварившися, нам приходиться кришечку пазней працаваць і робити добрі речі на користь. І ведаєте, що коли і було, може, по сусідству, як знаєте, у житті буває, треба один одного пробачити. Може, і на державному уровне воно було, ведаєте, буває там, поставив не там лайк. Надо отпускать, надо идти далее, жить далее, подтрымливать один одного, пробачать. Вот так и называется песня наступная наша. Мы с тобой не вороги. Под ваши аплодисменты. Я хочу с тобой побачиться, но надо расставить кропки. Може колись нам собачиться, ведь людські такі короткі. У тумане небо широе, и обходит сердце свято. А мы с тобой уж счастье верили, оказалось не важно. Крылья наши облаки сдвинуть у горы. Мы с тобой не враги, а мы с тобой сябры. Сникнуть в лед от шелоки, спешки не пары. Мы с тобой не враги, а мы с тобой сябры. Где пробегла кошка черная с еловным помеж нами? Там гуляет стежка горная, сунула с зонами. Он пришла, пора проплачется, хоть по домам должны солодки. И не сбиваются, и не плачется, и грусти такие короткие. Наши облаки светят у горы. Мы с тобой не враги, а мы с тобой сябры. Сникнут лед от шелоки, спешки не пары. Мы с тобой не враги, а мы с тобой сябры.
специально для вас полтора. Крылья наших в облаке зникнуть у горы. Теперь вы. Мы с тобой! Мы громче можем и Зникнут в лёгах шелохи, спешки не поры. громко. Мы с тобой! Мы. Дякую за аплодисменти. Я повинен признаться, мы говорим зараз на всех наших концертах, потому что, конечно, Мы признаемся, что на сегодняшний день ансамбль «Дрозды», мы, музыканты, самые счастливые артисты в Беларуси. Потому что концерты у нас есть каждый день. Бывает и по 2 в день, бывает и по 3. И ведаете, что, конечно, мы пришли до своей мары, мы шли до этого 20 год. Менавіта 20 год в этому нашему ансамблю. Ведаете, я вчера был у мамы, и мама каже: ой, Виталия, слухай, 20 год ансамблю. Это ж, наверное, вас будут награждать в этом году. Я кажу: мама, слухай, зараз ведаєш, так усе непросто. Добре, щоб далі грати. Самая основная узнагорода наша. И она уже, мы уже узнагороджены. И, конечно, гэта много хто кому гэтому зайздросціць. Я кажу, гэта вось наша узнагорода, полная зала. Вы спеваете наши песни. И мы счастливые тому и поэтому, что мы нашли вас. За гэтые 20 год мы знайшли вас. И сегодня мы радуемся тому, что наша целевая аудитория, она приходит на наши концерты. И в основном, конечно, это молодежь. Молодежь 45+. Вот это вот молодежь, которая одна уже могут спытать. Петровна, а ты зробила уже себе мосты? Конечно, это все жарты, сябры. Я, ведаеце, мы, якія б нам колькі б год нам не было, мы ўсё роўна гэтыя юнацкія свае шчаслівыя пачуцці, яны ёсць у кожнага, яны нікуды не дзяюцца. І ў самы, можа, трывожны момант мы ўзгадваем іх, і нам неяк робіцца лёгка на душы. А помните, як мы першы раз усе хадзілі на дискотеку? Хто ходил на дискотеку? О, элита, понимаешь? Мать мне казала: Виталий, коли вернешься? Кажу: маму, 12 буду. Помнишь, да? Приходил час. Ну, добро, Калюш. Другий раз, коли вернешься? Ты ж поздно на... Я говорю: мам, ну час, четко буду, все, буду ложку спать. Приходил 3. На третий раз уже ничего не отпрашивался, помните? Приходил 5 годин раницы, за клямку у дверях, чих, помнишь? Закрыто. Мама решила промучить. Я поглядел, все позакрывано. У моей комнате форточка отчинена, помнишь? Я дома полез, угину форточку, застрал, чем гулял. А я дома 17 год и никогда уже не трималась. А с другого боку мать равнем: на, иди гулял. Я наступный раз робил хитрый. Приходил 5 годин раницы, одразу йшов у хлев, даю корову. Да. Помнишь? Вертался с годом молоком до мамы, так тихонько лагутно: мам, ты спи, я корову подаю. Мать одразу гонор брав: який сын молодец, бо я ж сябровки. Мой одноклассник, я дома, мы же всю ночь разом гуляли. Древно хлопцу было. Мать и тазик коля ложкой ставила. Паўнютки. Я кажу про тое, что як бы там ни было, а помнишь, як мы у своей вёсцы усіх перабрали? Треба было далей лететь, а другую вёску глядеть. А на чым поедешь? Я его помню, только батьку дали новый ИЖ Планета 5. И он же агрономом был, по полях метали. Новенький ИЖак. Мои батьки полегли. Ягоды ИЖак тихонечко с хлеба достаю, вот так вот, чик достаю, за хлеб затягиваю. Фару не включают, же по лапце. Дрын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Помнишь, да? От накотловика. Что подсосать надо было. И знаешь что?
я вот так завел бы на мотоцикл и на всю катушку по захлебной дороге дал, а не бачу раницей сусед дрова привез. Я себе мотоцикл другий бок, вот так всю бочину сбил, ой, болело, уже никакие ни танцы, ни девки, чуть поднял на мотоцикл, завел опять, приехал в эту компанию, свою девчину отвел, вот так это вот, скуголил, енжил, ну хлопцы думали, почалось, а просто болело. А я ще, помните, вот это вот по вёсцы мы ходили с девчинкой вот так вот. Это называлось «встречаемся, за ручку ходили». Як про то я кажу, что як бы там ни было, и батьки чули, и ведали, что мы вытягиваем той мотоцикл, але яны давали нам тую махчимость прожить свою юнацкую молодую жыццё. Яны тому, что сами это все проходили, и мы повинны были уже уступить в это дорослое жыццё. И вот, конечно, за те переживания, особливо матулины переживания, сегодня мы проспеваем для вас нашу новую песню на слово Людмилы Запруцкой, якая называется «Мама, любая мама». У нас на тым минулым тыдні вышел новый клип, и он зараз будет на экранах. Под ваши аплодисменты мы начинаем. Я хапок безумно ломлю, як на золку червень разольется, на подушку маме покладу. Будь їй приємна, як прочнеться, ах, який я є наївний син, хоч і груз годов давить на плечі, думав я, що мама бачить сни, а яна давно вже палить у печі. Ты моя колыханка, моя тушка заранка, ты життя мойго рана, моя любая мама, ты зоркий сонця, и я удячный бездонца, что мне Богом послана моя родная мама. Я до сердца маму притулю, с головы я не злетить хустинка, попялю, косо удыхну, и ніби опинуся у дядинке, опинуся там, где ще мой шлях, высланы льняными ручниками, где любые смуток, боль и страх все вылечивалось теплыми руками. Ты моя колыханка, моя тушка заранка, ты життя мойго рана, моя любая мама, ты зоркий сонця, и я вдячний бездонца, что мне Богом послана моя родная мама. Мама, как ног твоих стою, голову схиливши на колени, я за каждую твою слезу попросить хотел бы пробачення. Кольки щирої ласки любви увели сердце открытым. Только ты, родимая, живи, порони усі своей молитвой. Ты моя колыханка, моя тушка заранка, ты життя мойго рана,
быццам все было учора, маладыя бацька з маці. Мы спявалі на вячорках, было свята ў кожнай хаце. Мы з табой лічылі зоркі і да раніцы блукалі. Засталася памяць толькі, не павернеш ты, як далей. Верасовы мёд забыть не дае, родимый той гудок, что вами зновляне. Забил на перший крок, дальше подгадал мяне, а верасовы мёд так греет сердце мне. Заспевал духмяный ветер, и ты-ты-ты-ты-ты, духмяный ветер, и пчела нектар сбирает. Хорони забыть нам нельзя, там анёл застерегая. Хорони забыть нам нельзя, там анёл застерегает. Верасовый мёд забыть не дает, родимый твой гудок, что вами слугане. Забил на перший крок, дальше подгадал мне, а верасовый мёд так греет сердце мне. Верасовый мёд забыть мне не дает, родимый той гудок, что вами зновляне. Забил тут перший крок, дальше подгадал мне, а верасовый мёд так греет сердце мне. Дайте шума! Верасовый мёд забыть не дает, родимый той гудок, что вами зновляне. Забил тут перший крок, дальше подгадал мне, а верасовый мёд так греет сердце мне. Я что? А теперь разом знай. А теперь мы. А верасовый мёд забыть не дает, родимый той гудок, что вами зновляне. Забил ты перший крок, дальше подгадал мне. Давай. А верасов так греет сердце мне. Вы. И а громче можем. И еще. Две руки подняли все! Две! Разом с нами! За ваши аплодисменты, вось гэта по-нашаму, па-сапраўднаму, гэта патрыятычна. Ведаеце, зараз якраз такі вось гэта тэматыка, патрыятычнасць, яна вітае ў воздуху. І гэта вельмі важна, как у краіне быў гэты патрыятычны настрой. І вось як толькі мы паехалі з хлапцамі ў гэты шалёны тур, які ўжо цягнецца больш за 3 гады, якраз такі сёння нас і называюць патрыятычным ансамблем, і вы вылучылі для сябе такую формулу. Што такое патрыятызм? А якраз такі гэта любоў да бацькоў, гэта любоў да свайго куточка, гэта любоў да сваіх дзяцей і тое, што вакол цябе. Ведаеце, мы чулі ўжо нашу песню пра маму, гэта, канешне, у нас она ўжо другая з'явілася. Не так даўно на гэтым тыдні у нас з'явілася песня пра тату. Немагчыма спяваць, я прызнаюся, я знаю, што сёння шмат хто чакаў гэту песню, але мы яшчэ не можам яе выконваць, таму што проста слёзы на вачах. Але мы сёння для вас спяем новую нашу песню, якая яшчэ нідзе не гучала, але ў хуткім часе яна таксама з'явіцца. Мы запісалі яе з народным артыстам Рэспублікі Беларусь Анатоліем Владимировичем Ярмоленко.
ансамбль сябры, вы яго ўсе ведаеце. І гэта якраз таки тая самая песня аб'ядноўваючая. Тая песня, якая якраз таки носіць такі патрыятычны, сапраўдны, здаровы патрыятычны характар. І я думаю, што яна будзе блізка кожнаму. Хтосьці яшчэ мае сваіх бацькоў, у кагосьці бацькі ўжо ў вечнасці, але заўсёды мы, як бы дзе ні былі, мы за ўсіх бацькоў нашых молімся, а яны моляцца за нас. Пад ваши аплодисменты молитва за бацькоў. Я помолюсь за батьку, я помолюсь за матерь, простыми словами молитвою дитяти, хай бурами мирным небо. Молюсь я снова, где смачно пахнет хлебом земля моих батьков. За батьку родный край и за родиму матерь я у храме помолюсь, и у батьковской хате у полі де вятры хлеб золотый люляют, где соловьи у поры до раницы спевают. Я помолюсь за батьку, я помолюсь за матерь, простыми словами молитвою дитяти, хай будет мирным небо. Молюсь я снова, где смачно пахнет хлебом земля моих батьков. Хто здрадив мне однойче, я щиро попрошу, будь літостивый, ойче, у храме помолюсь, и в батьковской хате за батьку родный край и за родиму мать я помолюсь, за батьку я помолюсь, за матерь, простыми словами молитвою дитяти, хай будет мирным небо. Молюсь я снова, где смачно пахнет хлебом земля моих батьков. Помолюсь за батьку, я помолюсь за мать, простыми словами молитвою дитяти, хай будет мирным небо. Молюсь я снова и снова, где смачно пахнет хлебом земля моих батьков. Где смачно пахнет хлебом земля моих
Дякую за ви. Зараз мене попросили намалювати малюнок вёски. Усередині малюнка у мене була звичайна хата. На 2, на 3 вікни наші в'язкові хати. Ви їх усі видите, як був обов'язково плот со штакета. Не то, що зараз у різних, у всіх господарів різні плоти. Ранее, помните, як у вёс, усі однолькові, штакетовий плот. Як була лавочка, на ній сидів мой 105-годовий дід. Якраз я не казав, моєму діду 105 год, і він прожив 105 год. Ліпа, як була, каля хати, і збоку, як був ровер стояв, наш, совєтський. Це зараз роваров, яких хочеш. На батарейках, с переключениями передач. А ранее, помните, какие были рвары? Вот этот орленок маленький такие, мы научились на орленку. Потом раскладушка, лезешь на раскладушку. Ну уже ноги короткие, ездить научился. На взрослый глядишь, а як поедешь? Помнишь, как мы ехали? По драму, во! Много кто так и остался, кстати. И еще когда женщина подошла, каже, Виталий, а у нас был высший пилотаж коли по драму и без рук. Вот это вот до сих пор в ухо вставляю у меня. Ну, конечно, я кажу про деда, и он прожил 105 год. Выдатный, поважанный человек был, прошел всю войну, фронтовик. После войны працевал у милиции водителем до самой пенсии. Поважанный был человек, его все любили. Потому что, конечно, был человечный человек. Он мог с ранец до вечера отпрацевать в милиции, прийти домой, да его вечером могли прийти мужики, там, что если вынести, постоять на шубе, никогда не отказывал. Вот такие, потому что поважали. Я запомнил его некоторые такие фишки, как он говорил, знаешь, вот это вот, водительская. Думалось, смеркается, а это капот накрывается. Или вот эта милицейская. Если друг попал в беду, я его мелом обведу. Я, главное, не сразу понял, что это значит, а потом это вот детектив, он нагляделся, входит, друг попал в беду. А я еще помню, сбирался на дискотеку, а дед каже, иди сюда, внучек. Гляди, видишь, века дергается. Ага, я кажу, знаешь, что это? Что? Дискотека века. Вот. Я помню, к нам приехали это охотники, у нас охотничий край был, мужики вышли, значит, ружье, собака, нива, а дед сидел на лавочке. И они подошли до деда, кажут, дядуля, слухай, у вас тут дикие кабаны водятся. А дед мой был такий з хитрецой, каже, хлопці, коли за гроші, так я вам своїх розлив. Ну, знаете, что зараз будет песня, я попрошу девчата, коли ласка, глядите на все, на моих хлопцев, никто не женатый, не глядите на то, что у Ильи и у Ромы Кольцона, это временное явление, пока на сцене никто не женат, запомните. А мужики, хлопцы, глядите на экран. Я специально это говорю, как ваши погляды не пересекались. Итак, девчата на хлопцев, хлопцы на экран, песня «Дворик, дворик, дворик!» Либо каля каточки, затяняю лавочку, а ты маленький двор. И в моем скорбочный раз сустракає усіх нас, коли грея є калюки безворотний час. Дворик, родний двор, як усі звичайні на селі. Дворик, цінні, маленький двор, либо каля каточки, на стен, либо каля каточки, затяняє лавочку, ты маленький двор, и шумят я листочки, коли ляжешь в станочку, подтяни стоял крышку от пожитка. Дворик, родный двор, як усе звичайно на селі. Дворик, цінні, маленький двор, либо каля каточки, Расте. Дайте шума! Мост велик, либо каля каточки, да я ей притулишься, коли раптом дождь дул. И усне мне божества, у тянечку лавочка, на якой чекаю дну нас батьки. Дворик,
звичайно, на столе Огонь тяни, маленький двор И пока нога на шее А теперь вы, Я уже звичайно, Настя А громче, Липака, две руки подняли, все, ловит, да? Успех! Эй! Дякую, сябры. Дякую за аплодисменты. Дякую за такий теплый прием. Я ведаеце, буду сьогодні рассказывать шмат историй про своих родичаў, своих близких, про батьку, про деда. Я скажу так, мой батька был степловатый такой скромняга, знаешь, белорусский такой, знаешь. И мне это дед рассказывал. Коли я еще был у животе у мати, значит, яны пришли на УЗИ, як это бывает, это первое УЗИ, это вот. И врач каже, ну что, каже, хотите увидеть пол ребенка? А мой батька растерялся, доктор, покажи всего. Ну, конечно. Я знаете что? Про деда кажу, меня частенько пытаются, як это дед прожил 105 год, як это так, такий довгий срок життєвий. А я скажу так, что вовремя взялся за здоровье. Мой дед и бегал, мой дед и ходил, и на ровер ездил. Частей, конечно, по магазину за горилкой, але все равно двигался, понимаешь? Он двигался. Мне подавался, дед мой казал, я за свое життя бачив шмат щасливих людей. Твердых сирот их не было. Ну, мудрый человек, конечно. Яшчэ ж, яны з бабкой частенько сварыліся. Оечки сварыліся, як і разъезжаліся. Что, вот мне подобалося, калі, знаешь, яшчэ яны, знаете, старые люди, а гуляют у хованки. Вот сначала баба гроши ховает, а потом ховаецца сама. Я скажу, вот а чему они сварились, потому что дед взял 65 годов, начал лежать в больнице. Не то, что как что-то у него болело, и он это называл прохожий ТО. И он вот 4 раза на году, вот в больнице все. Бывает, его приехал, однажды приехал в больницу, а у меня дома бабка, корова застается, бураки, бульба, а он поехал в больницу. Ну, приезжает один раз, баба злостная, скажет, ну что, прошел свое ТО? Скажет, ну, баба, беда. Что такое? Сдал анализы, белок в моче нашли. Баба такая, о, долетался, яйцо протекло. Ну, это, конечно, я вот себе смехом, я же кажу, и сварились, и разъезжались, а прошлый раз мы разъехались, коли дед люльку плохо закрутил в мотоцикл, в грибы ехали, каждый себе тоже. А вот, знаешь, я кажу, дед же, это зараз, автобусы, яких хочешь, на вёску ходят, и маршрутки, и автобусы по 3, это вот, а ранее же было, помните, один автобус ездил, рельсовый, как мы называли его. И его дед не ехал за больницы, на этом автобусе мест не хватило, а дома стоит вот так вот, значит, стоит, а нечто съел в той больнице. Я думаю, старый человек уже начал крутить, знаешь, она крутила, ну и что, вышло? Все начали оборачиваться вот так, что это кто. А дед понял, что ситуация какая-то неровная, надо как-то выходить из этого положения. Глядите, хлопчик стоит. Мальчик, что вот ты наробил? Вот на весь автобус дал, их дал, ну як ты принесу? А тут сбоку стояла женщина тоже. Говорит, дядуля, что вы робите? Я ж чула, что это вы. А он таки не растирался, дед мой импровизатор был такой, каже, гляньте на весь автобус. Вы только поглядите, я есть, значит, в гараж его, да? Ну, я скажу так, мой дед еще тот был персонаж. Его вот только, он где-то в 65 годов, як почав этой больнице своей проходить, як только провели интернет, и он вообще все, ему ни больница, ничего не надо, сам себе доктор. Я его однажды, вот у его колени даже еще болели, я захожу в хату, дед с телефоном сидит на ложку и ногами так болтая, 5 хвилин, 15, 20, потом таки говорит, ну хай только не поможет, холера.
уже нечто згледзел, знаешь, репетировал. И увогуле до деда потянулись люди. У нас у вёсцы жанчыны были вот цукерки просто, слухай. У нас у всех это был, як Иваново, знаешь, у всех женихи летали до нас. А чему? Потому что у кожной девчины было вот сочно наливные 4+. Я кажу так, вот это было як отдать. Все летали. Але у одной, может, она приезжая была, может, не местная, ну, двоечка. Як Илья каже наш, бо я не скажу, не у кожной вёсцы и двоечку ухватишь. А тут на тебе. И она приходит до деда, каже, Петрович, поможи, хочу быть як усе, без вмешательств, может, есть какие-то крема, массажи, может, и он каже, Галя, слухай, полгода за тобой наблюдаю, я как раз для тебя разработал эту рецептуру, вижу, ты выделяешься. Гляди, месяц надо использовать мой рецепт. Каже, пропускать только нельзя. Запомни. Какая у тебя любимая песня? Галя каже, ну во ветер с моря дул, ветер с моря дул. Во, хорошо, гляди. Каждый вечер у 6 часов пропускать нельзя. Минута назад, минута вперед нельзя. Поднимаешь майку, массируешь и поешь ветер с моря дул, ветер с моря дул. Запомни, пропускать нельзя. Приходит Галя про 2 недели, каже, Петрович, и результат уже есть. Во, вышла на троечку, вижу, действует метод. А ехала до сестры на такси в Минск. Вот, стали у пробки. Что робить? А результат уже вижу, что, понимаешь, нарушать нельзя график. Я, каже, была, не была, майку задираю, и давай, ветер с моря дул, ветер с моря дул. Таксист поворачивается. Каже, а что, уже 6 часов? Ну, распиляй ровень, и давай комбат потянем. Потянем комбат. Я кажу так, слухайте, у нас с хлопцами такой проблемы нема. Кто чувствует за собой, что нужна поддержка, пробуйте. Говорите, это метод. А не помните, что пропускать нельзя. Ну, зараз буде песня на слово моего деда. У припеве она спевається вельми просто. А я вязковый ловелас любовник. Проведу тебе праз бульбовник. І хай ведаюць усе про кохання наше у аусе. Расцвела вольна бульбашка, выкинул метелку в овес. Новой, пригожей курочка, мою сколыхнула лёс. А я вязковый ловелас любовник, проведу тебе враз мой бовник. И хай ведаюць усе, и про кохання наше у аусе. А я вязковый ловелас любовник, проведу тебе враз мой бовник. И хай ведаюць усе, и про кохання наше у аусе. Полыхает огонь у очах, а вось чужой кольки идет. Ты идешь пригожей по бураках, тут где зацветает лед. А я вязковый ловелас любовник, проведу тебе враз бульбовник. И хай ведаюць усе, и про кохання наше у аусе. А я вязковый ловелас любовник, проведу тебе враз бульбовник. И хай ведаюць усе, и про кохання наше у аусе. Ваши аплодисменты! Соло на электрогитары! Лепший электрогитарист в Беларуси! Роман Горбацкий! Сын Сергея Горбацкого! Внук Петра Горбацкого! Девочки, шансов нет! Роман женился на минулом тыдне! А теперь спевайте вы! А я вяз проведу тебя корову. Про кохання наше у. А я вязковый ловелас любовник, проведу тебе враз бульбовник. И хай ведаюць усе, и про кохання наше у аусе. И хай ведаюць усе.
президента Беларуси. Роман Горбацкий, сын Сергея Горбацкого. Внук Петра Горбацкого. Роман Сергеевич что? Горбацкий. Ваши аплодисменты. Роман Горбацкий. Сын Сергея. Внук. Кого ты сказал? Петра. Вот. Можно поаплодировать. На минулом тыдне Роман Горбацкий женился. Все. Я ранее объявлял, девчата не женаты, все, теперь вот не могу так объявить. А знаете что? Конечно, на этой сцене перед вами стоят не просто хлопцы-звездки. Конечно, мы зв'язковые все, але мы отримали адукацию. Мы все вот так вот уцепились за эту науку. Академию музыки, Институт культуры. Мы музыканты с высшей музычной адукацией. Больше того скажу. Музыканты у 6-м поколении. Только Роман Горбацкий у нас музыкант у 8-м поколении, потому что его батька до этой поры играет в державном ансамбле «Песняры». Слухайте, они вот, мы поехали в этот тур, я не один вечер просидел Сергея Петровича в Горбацке, и так само гитарист, я спрашивал, як там гастроли, як там мулявин, як там одно, другое, третье. И знаете что, основное, что я запомнил, як это, у меня, Рома, як было, вот это вот. И Роман народился, кажется. Вот смех смехом, знаете, але ось з тої розмови я вынес одно, что как был успеховый ансамбль, не повинен быть один солист. Знаете, мало что съел не то его человек, знаешь, бывает, прихватило и что? И что? Хто спевать будет? Тому мы вирішили, что у нас в ансамблі ще з'являється новый солист. Под ваши аплодисменты. Илья Ремыцько. Будем протягивать играть на баяне. Там, увидите, мы даже микрофон его забрали. И это немагчыма слухать. А вот спевать для вас будет лауреат конкурса «Белазовский аккорд 2009», обладатель гран-при, обладатель плазменного телевизора на той момент. Плазменного телевизора у те часы еще он весил 120 килограмм, а плазменный был уже. Обладатель 2 премий президента Республики Беларусь, это на самой справе. Золотый голос Республики Беларусь, золотый саксофон, с золотой оправой на окулярах. Константин Девридов! Добрый вечер, друзья! Я не слышу вас, называем ручник! Эй! Давайте покажем, как вы можете пошуметь! Эй! У открытое окенца залетел кленовый лист. Ты в коротенькой сукенце по приступке шла вниз. Сяло солнце в рыжих косах, ветер руки целовал. О, як я утешный лёсу, что тебе мне даровал. За туманами туманы, а за осенью дожди. Журавли прирастание у бездонной вышини. Помеж варками запросит, размалюя небо край. Ты забудешь эту осень, а меня не забывай. Как настроение, друзья, не слышу вас! Не слышит вас! На душе заиграли струны, я ближе, ты подошла. Пусть успелый поцелунок потримала за гола. Невыканная сквета, с тобой полночь забытье. Ты со мной была все лето, дым застанься на житье. За туманами туманы, а за осенью дожди. Журавли прирастание у бездонной
поміж парка б'ється просінь, розмалює небо край, ти забудеш эту осень, а меня не забывай. Дамы и господа, соло на электрогитаре Роман Горбатский. За туманами туманы, а за осенью дожди, журавлинкой расстанет у бездонной вышини. Поміж парка б'ється простынь, розмалює небо край, ты забудешь эту осень, а меня не забывай. Друзья, не слышу вас, вот не слышу вас, а меня не забывай. Ваши аплодисменты. Константин Темритов. Группа Дрозды. Спасибо. Я повинен рассказать, як Тёмки Костя появился у нас в ансамблі, і він виходив і так казав: я не бачу вас, ми купили йому окуляри. Зараз він каже: я не чую вас, ми працюємо з наушниками. І ввогуле, ведаете, конечно, у Константина вельми классный голос. Мы не так давно спевали в Москве, вот так вот у жюри, кажу, у жюри, у зале сидели такие знаменитые люди, как Филипп Киркоров, Николай Ростовой, ну вот Стас Михайлов, ну 41-й эшелон российской эстрады, як ми зараз у Беларуси. И, значит, я гляжу, Костя спевая, а Филипп Киркоров в око его не водит. Ну, думаю, ну все, положил в око на нашего Константина. Попались. Ой. Я ще за кулисами подошел до Константина: Костя, оставайся, я сделаю из тебя джигана. Я кажу: Костя, не соглашайся, не ведаешь, это стрёмное джигана, кажу, сделать. И вот мы все равно поехали и працуем, и зараз Костя спевает, и это классно, выдатно отрыгивается. Я повинен сказать, что это еще не все сюрпризы на сегодняшний день. Зараз на эту сцену выйдет цудовнейший человек, его вы все ведаете, может, кто вот подписанный, конечно, человек, який умеет спевать, робить аранжировки, танцуя, перемог у фабриці блогеров на телебаченні. Под ваши аплодисменты на эту сцену выходит Баба Нюра! Теплым асфальте малюю сляды, маленькие кроки великого щастя, якія вядуць мае ноги туды, дзе мілы куток майго лёсу палацы. Малюю я сонца, малюю жыцця, якое з бацькамі ты мне подарила. Країна моя, ти мне доришуся, країна моя, ти життя мого сила. Краплі ранішні роси у долоні я зберу, буду пам'ятать завжди, на якій землі живу. Як стяжний дивний край, зорка ясна я вдачі, як матуля притуляй і за все бережи.
Витальчик, выходь. Баба Нюра, хто не познал. Бо я Баба один Нюра. раз вийшла, і мені потім каже моя підписчиця, каже, я сразу не познала. А баба сразу каже, багатий буду, як не познала. Понимаешь? Слушай, только гляди, сколько на тебя людей пришло. Он полный зал. И главное, рекламы нигде по телебачению не показывали, на радио не было. А як это люди пришли? А я тобі скажу, знаєш, мені дзвонила Галя, я тут уже Вера, і каже, я на телеграм-каналі в інтернеті увидела, що ви будете у Гомелі. Ну то баба все кинула, приїхала з вами. Это про интернет? Ну там вот телеграми, ну это же интернет. есть. Знаєш, це інтернет, це ж воно як і добре, так і зло. Во, буває, я приїхав до Галі, сусідка наша, гляжу, приїхала до її внучка, 18 років, правда. Во, А это у вас сядіть. что, с Минскую девку? Минского девка, что хлопец гонял ее Да. колом дед. О. Вот, сядите вот так с телефоном. Я кажу, Галя, що ви тут у тебе робите? Каже, а ти на устримі. Я кажу, добре у стримі. А чого в одних стрингах? Ой, Витальчик, милый мой, ты знаешь, я тоже переживала, у меня у внучцы 18 годов, уже девка Велька. Ты знаешь, я кажу Марине, кажу, дочка, гляди, кто там знает, что у тих интернетах, ну, як в Подоле принеси, О, ну, расскажи. что будем робить, даже пап переживает. У Подолі принеси. Мы приносили, а она уже не принеси. Давай Гомелем поднимем настроение нашей песни про настроение. Ваши аплодисменты! Опа! Взгляда порой хватает, и человек летает. Хватает порой молчания, и нападает отчаяние. А у тебя настроения нет, а у меня настроения нет. А никто первый не сказал привет, а вот ты настроения нет. А у тебя настроения нет, а у меня настроения нет. А никто первый не сказал привет, а вот ты настроения нет. Изложу свою натуру, давно искал я партнеру, и сам себе ищу ответ, что стоит мне сказать привет. А у тебя настроения нет, а у меня настроения нет. А никто первый не сказал привет, а вот ты настроения нет. Давай, Гомель! А у тебя настроения нет, а у меня настроения нет. А никто первый не сказал привет, а вот ты настроения нет. Ну что, дайте шума! Улыбаюсь во все зубы, свои что-то шепнули в губы. Но вот уже улыбки нет, не мне сказала ты. У тебя настроения нет, а у меня настроения нет. А никто первый не сказал привет, а вот ты настроения нет. У тебя настроения нет, а у меня настроения нет. А никто первый не сказал привет, а вот ты настроения нет.
баба Нюра, дрозды. Ну, милые мои, дякую вам велике. Я живу целый зал, конечно. Витальчик молодец. Молодцы, слухайте хлопцов, я тоже, знаете, пускаю слезу каждый раз, что не пейся, то у бабы слезы, тахикардия. Вот, молодцы, дякую вам велике, что слухаете каждому капу счастья у хате, здоровья, гроши и любви. Это, конечно, самое главное. Как у каждой хате было и счастье, и гроши, и любовь. А ты знаешь, как была вот эта вот хорошая жизнь, тогда можно пробовать это вот любовь за гроши? Виталик, вот дрянный интернет, я тебе сейчас снова начитался. Разбестится, конечно. Все, милые мои, баба пойдет далее, вы знаете, подняла себе картину. Дякую, до встречи. Баба Нюра, после концерта можно фотографироваться. Вот казала, про тахикардию вспомнил деда опять. Дед же лежал в больнице, каже, і у неї ж у палаті, як буває, 3-4 пацієнти. Як дід мой, конечно, на що той був, бо його нічого не болить, я ж казав, а лежали ж один серйозний. Бо один був серйозний, у нього контора була, там то ли в окна, то ли двері ставив, і налоговая, бах, пришла. Все, нерв як узяв, что-то с сердцем схватило, и такий же другий персонаж был интересный. Ну, работает гробовщиком, ну, на кладбище, понял этот вот, да? Ну, и, значит, скажи, ніколи такого не было, честный человек, ляжу несуть, кольца золотые на руках, гузики, вот этот вот одно, цепочка золотая, як такое дело, заснуть не могу. Не может человек заснуть, слушай. Все, ну а что робить, он его уже взял лопату и ночью пошел, откопал, а там вот откопал уже, да, а тут ему, ха, контрольная закопка. Вот и схватило, кажется, сердце, понимаешь? Тут в этом деле надо аккуратнее быть. Экспериментальный юмор от деда, конечно. Ну а зараз будет песня ваша любимая про лазню. Под ваши аплодисменты. Навесный тихий вечер, села Соника в лесу, под лазней колярычки вьется дым, як мотылек. Я с дерев пошла жонка, чесать будут языки. Я на флешку с самогонки и до лазни напрамки. Доставай, сусед, закуску, почастую хлебную. Нам с тобой перезагрузка уже давно потребная. Разотыте не обнулиться, лазериничек, стябры. Як наново народиться, легкой пары в подары. Тишине одни мазорки, так и сыплется в траву. Мне не треба пляж заморский, я и дома отпочну. Відносіть рака, як серебра, жаби квакають, запой квак-квак. Що я ще для щастя дерева, ну давай ще по одно. Доставай, сусед, закуску, почастуй хлебною. Нам с тобой перезагрузка уже давно потребная. Разбавите, не обнулиться, лазня веничек, стябры. Як наново народиться, легкой пары в подары. Оглохал месяц тонкий, белым човеном плыве. Разумею, что уже жонка обшукалась мяне. Аж до сюда носить ветер, я не тонкий голосок. Ну давай еще по третий и до любой подбочок. Ну, хватит! Доставай, сусед, закуску, почастуй хлебную. Нам с тобой перезагрузка уже давно потребная. Разотыте не обнулиться, лазня веничек, стябры. Я готова народиться, легкой пары с подары.
Ваши аплодисменты. Заслуженный артист группы «Дрозды» Маврин Андрей, лучший барабанщик. Гран-при на горлышке в Жодино 2008. Ваши аплодисменты. Маврин Андрей. Лепший барабанщик страны. От смех смехом, а у хлопца 7 детей. Да, гастроли, жонка еще не про всех ведает. Но, конечно, я хочу рассказать, вот перед тем, как мы начнем играть новую песню, я частенько у деда пытался, ну, хотел уже проехать на вёску, деда, как ты будешь проводить выходные? Як ты будешь проводить выходные? Он говорит, як плоскогубцы. Я говорю, деда, это як? Во-первых, ушу и буду валяться снова. Ну, знаете, мы вот ехали с хлопцами в Гомель, давно не были. Конечно, у Гомеля шмат предприемств, наших сябров, любимых. И Гомель, конечно, знакомитый город. Але вот я хочу спытаться, коли апошний раз у Гомеле был фестиваль? Я Кобзон проезжал, да? Давновато. Я хочу, я говорю, надо Гомель как-то раскрутить, как бы не только вот у Гомеля все знали, а вся Беларусь дала. Я говорю, хлопцы, давайте на наш гастрольный автобус наклеим велизарнейшую наклейку «Гомель». Будем ездить по всей краине, и от вёсочки до городков будут ведать, что Гомель, хлопцы ведаете. Я говорю, хлопцы, говорят, добро наклейку наклеить. Где мы автобус возьмем? Я пропоную наступным летом на купальні сябры, давайте мы зробим у Гомелі велизарнейший фестиваль. Назовем его «Гомельские дрозды». Как вся краина съезжалась в Гомель, как поспевать, потанцевать. Мы прокажем свет, сцену, гук, и все будут. И самая главная фишка этого фестиваля будет, уваход будет бесплатный. Адзінае, так як гэта на купальні, трэба будзе соблюсці дресс-код, только папоротник. Ну, ці дзевку яшчэ які кружок, знаешь, можно повесить и купальский вянок. Будем палить костер, прыгать през костер, жарить сосиску. Не шути. А песня у нас отповедная имеется. Ночь купальская. Трапят промни сонца над водой, як жартушка догорая вечертуй. Калерочки распускается костер, печки с искрами летят до давай. Упаленка меж высоких травой, чаровую купальскую пяде. Печки вышиты из солнца поясу, а летом черным маром притянут уляну. А ночь купальская у лесе, клетка папа расцвела, а у загадковое место нас покоса завела. А ты поцеловал девочек стал, и как хотят я дала як дурман. Бачу, папа рыцила, он и далеко, но ты оглюбая доросла, я не рад. Соловейка на галинце темный утек, под старой ялиною примятый любовь. Просто звонит солнце, раненько устает, а новый день падеет, новый я счастье. А ночь купальская у лесе, клетка папа расшила, а у загадковое место нас покоса завела. Отбивал целого заводчик стал, и как поймет я дала як дурман. Вашу папа рыцила, ой, далеко, но ты оглюбая дорваться я.
Яркая у лесе клетка папа расцвела, а у загадковое место нас покурсовала. Вот ты, мол, стала того чисто, и как поднял пьяна я дурман. Утянуть головой далеко, а я забываю оторваться, я его. Дякую за кветкі, дякую за аплодисменты. Постановщик танца гэтага шоу-балета Дроздодос, под ваши аплодисменты Илья Немытько. Когда мы написали эту песню, Илья говорит, давайте вот так будем танцевать. Вот так вот. Чик-чик. Я говорю, а что это такое? А когда мы накупали, он из Могилевской области, Стрелесина, такая вёсочка есть. Скажем, мы накупали, полили резину по крышке. Огонь высокий был, мы прыгали. Поопекали, вот так домой шли. Ну, гэта, я, знаете, у деда частенько пытался, кажу, дядуля, ну, знаешь, когда уже 14-17 год, а гэта вот, а что у девчины должно быть? Должна быть девчина скромная. Я скажу, ну, коли других достоинств нема, то, конечно. Или вот это, знаешь, у нас у вёс такая была беда, ну, как, кажу, беда, вот бывает, робишь некую працу, кабана заколол, вот сусед прыйде вот так вот, за копыт потримається, а все уже у хаты на пячотку чарку ливаешь уже, завешь уже человека. Или вот это вот, знаешь, вот это, я помню, дровы носишь, привезли дровы, пошли, и он тоже 2 палки взял, уже накинул, уже треба звать соседа в хату, вот, наливать чарку, ну, нечто зробил. А вот быває, его и работы ніякої нема, гляжу, вот сусед пришел. Все равно же вот выпить хочется, знаешь. И оно, як? Оно, глядишь, увезся, раз, два, три, и все вот такое выпивают. А у нас пришел новый господар, мужики все пьют. Беда увезся, слухай. И он взял, скажем, еще такие продвинутые, что это IBA, закончил эти курсы какие-то, руководитель, что сказать, новое поколение. И он решил, все, в нашем колхозе будет общество трезвенников. Вот все, да, объявление, у клубе собираемся, будет спикер выступать. Короче, спикер, знаешь, еще слово модное. Спикер, а спикера деда моего позвал. Поважанный человек, 105 год уже, знаешь, фронт прошел. Скажи, Петрович, какое-то слово пламенянное такое, как все загорелись, все как просовали, не пили. Но дед, знаешь, вышел вот так вот за трибуну. Глядите, это сумные вочи, не пившие хлопцы с утра, вот, все грумые, а все ж наши мужики. И он таки тоже волнуется, вот это вот, знаешь, как вот, а он таки человек, его все поважали. И он таки вот, мужики, хлопцы, как не пить, треба не собираться. А вот як уже собрались, я взял с собой. Так ничего и не было, когда общество трезвенников нет. Я был вот такой 1,5-годовый хлопец. Мама мне рассказала, я же, конечно, сам не помню. Я подошел до дядули до своего, а он мне каже, о, юнуча, як мы с тобой подобны, я. У тебя один зуб. Ага, и у меня один зуб. Мне было 14 год, все съехались на святковать дело день рождения, сестры, браты, внуки, правнуки. И он меня любил выбить до конца, вот так подозвал, каже, внучек, крышка уже веселая, запомни, внук, запомни. Юбилей святок, это тогда, когда тебя все несут кветки. А ты еще живый. Мое детинство. Сегодня будет добро, еду я до мати, где я прожил детинство, у родимой хати, где я бегал босый, у поля с позаранку, где я ховался в жизни, назирал палатку.
дзяцінства дзе ўсяго хапала. Вельмі вінаваты, што раней не здолеў вырвацца да хаты, дзе чакала поле, дзе чакала рэчка, дзе вярба чакала. О, маё дзяцінства дзе ўсяго хапала. Стаю каля поля, дзе бегаў спадарам, стаю каля жыта, дзе дазіраў маланку, слёзы вочы ціснуць, ды правенчы б'ецца. Сонечны ласкавы, у грудзях трапеча сэрца. Все разом! Вельмі вінаваты, што раней не здолеў вырвацца да хаты, дзе чакала поле, дзе чакала рэчка, дзе вярба чакала. О, маё дзяцінства дзе ўсяго хапала. Вельмі вінаваты, што раней не здолеў вырвацца да хаты, дзе чакала поле, дзе чакала рэчка, дзе вярба чакала. О, маё дзяцінства дзе ўсяго хапала. Дайце шуму! Не виноват, что раней вырваться на хаты, где чакала рэчка, где вярба. О, маё дзяцінства дзе ўсяго хапала. Все разом! Вельмі вінаваты, што раней не здолеў вырвацца на хаты, где чакала поле, где чакала рэчка, где вярба чакала. О, маё дзяцінства дзе ўсяго хапала. Вельмі вінаваты, што раней не здолеў вырвацца на хаты, дзе чакала поле, дзе чакала рэчка, дзе вярба чакала. О, маё... Все руки подняли, все! Все! Разом с нами! Эй! А теперь спеваем! Эй! Сябры, заўсёды напрыканцы нашага шоу мы з хлапцамі робім агульны фотаздымак. Таму зараз я папрашу вас, запаліце, калі ласка, ліхтарыкі. Давайте покажем, што сёння у Беларусі, сёння ў Гомелі ёсць столькі запаленых сардэц, якія сёння спявалі разам песні на беларускай мове з беларускім ансамблем, і ўсё гэта ў нас дома. Усе запаліце, калі ласка. І ўсярэдзіне я вас папрашу, Гомель, дайце шума, і вы як умееце, мы знімем гэты невялічкі відосик. А што, у вас нема телефонов, да? Тогда 2 руки поднимите вгору, просто 2 руки, давайте, вы, хлопцы, возьми кветочки, калі ласка. Так, давай, так, дайте кветочки. Ну что, вот 2 руки, зараз. Так, давай, калі ласка. Ну что, Гомель, фотография, внимание, 1, 2, 3. А зараз, вот зараз, гэта патрэбна только 2 раза громчэй. Я скажу, а вы зробіце. Так, увага, тишиня. Гомель, дайте шума! Дякуй, Гомель! Я хочу сказать слово удячности кожному, хто сьогодні прийшов на наш концерт. Я маю надію, вам сподобалося наше шоу. А в гэтым выпадку я попрошу зрабіць невялічкую такую вот, нам дапамагчы крышку. Завтра у Гомелі у нас другі канцэрт. Другі, вы ведаеце. І там крышачку яшчэ засталіся месцы. Можа там 50, можа крышку болей. Я попросил бы кожнага з вас сегодня поделиться эмоциями со своими близкими, сябрами. Кто снимал, что отправьте. Скажите, что есть квитки еще на завтрашний концерт. Давайте разом
зробім так, каб завтрашні наш канцэрт таксама быў аншлагавым, каб мы показалі ўсім, што вось два канцэрты поўных зробіце, падзеліцеся, так? Я магу на вас разлічваць, да? Квіткі ў касах, квіткі яшчэ ёсць, калі ласка, 2-3 сваім сябрам альбо блізкім скажыце, што заўтра можна папасць, калі такое яшчэ будзе, слухайце. Я ўдзячны кожнаму, хто сёння прыйшоў на наш канцэрт, тым самым сваім рублём прагаласаваў за нашу творчасць. Заўсёды на сваіх канцэртах, больш за 3,5 гады, сколькі мы гастраліруем, мы кажам слова ўдзячнасці арганізатарам нашых канцэртаў. Гэта вялікія людзі, вялікая справа, якую робяць. Давайте пааплодзіруем гораду, пааплодзіруем кіраўніцтву горада. Я заўсёды кажу слова ўдзячнасці нашай краіне, Беларусі, за тую магчымасць, якую сёння мы з хлапцамі маем, гастраліраваць, ездзіць па ўсёй краіне. Таксама мы кажам слова ўдзячнасці нябёсам, таму што, ведаеце, нам давялося стварыць такую песню, якой не было на нашай зямлі 20, 30, а можа ўсе 100 год. Песня, якая сёння ўсіх нас, беларусаў, працавітых людзей, аб'ядноўвае ў адну дружную мірную нацыю. І сёння гэта песня абуджае сапраўдныя, здаровыя патрыятычныя пачуцці. Вось гэта, менавіта гэта нас усіх сагравае. Гэтыя пачуцці ёсць у кожнага. Мы далей іх проста хаваем. А гэта песня зрабіла так, каб кожны беларус адчуў, як яго сэрца б'ецца. І ведаў, хата бацькоў, як і радзіма, не прадаецца. Спяваем разам! У кожнага кінчык ёсць у сэрцы і ў вачах. Праз цемруі туманны скрот, што асвятляе шлях. У кожнага мястэчка ёсць, куды душа імкнецца. І што б у жыцці не былось, яно не Чуваю я, сердце бьется, не продается, хата бачков, куда бачков, не продается, куда вертаюсь я снова, где чуваю я, сердце бьется. Двум берегам одной реки и николи не сустреться. Без их залье луги, раки не застанется. Так и помнишь про то, коли маланка пролетится. Утешитель хата бацьков, и она не продается. Хата бацьков, утром бацьков, чуваю я, сердце бьется, не продается, хата бачков, куда бачковский не продается, куда вертаюсь я снова, где чуваю я, сердце бьется. Белорусы!
де відчуваю я. Не продається, не продається хата батьков, куток батьковський не продається. Увертаюсь я знов і знов, де відчуваю я, серце б'ється. Не продається хата батьков, куток батьковський не продається. Увертаюсь я знов і знов, де відчуваю я, серце б'ється. Де відчуваю я, серце б'ється. Де відчуваю я. Наші пісні для вас, наші пісні про вас. Дякую за любов, дякую за натхнення. Білоруси, тільки разом! Гомель, тепер ви не продає. А Марсель, не продається. Две руки подняли все. Разом. Не продається хата батьков, куток батьківський не продається. Увертаюсь я знов і знов, де відчуваю я, серце б'ється. Не продається хата батьков, куток батьківський не продається. Увертаюсь я знов і знов, де відчуваю я, серце б'ється. Де відчуваю я, серце б'ється. Де відчуваю я.